Подскажите, а тут мимо вас не пробегало стадо баранов? А ты отстал, что ли? Знаешь, как заинтересовать дурака? Как? Завтра расскажу. Люди, которые читают газеты, сидя на унитазе, готовы к любым новостям. Горит крыша, 01, нужна крыша, 02, едет крыша, 03. Принц, вот, как и обещал. Голова дракона. Король, вот, как и обещал, рука принцессы. Бабка говорит врачу: доктор, у меня проблема, я везде и постоянно пукаю. Можно сказать, что это вовсе не проблема, потому что беззвучно и без запаха. Вот и сейчас я пукаю, и ничего. Попринимайте вот эти таблетки, и через недельку приходите снова. Через неделю. Доктор, какие таблетки вы мне дали? Стало ужасно пахнуть. Прекрасно, обоняние восстанавливается, теперь займемся вашим слухом. Мышка вышла замуж за слона. Через один день слон умирает, и мышка все плачет и плачет, а звери ее успокаивают. Не плачь. Все равно ведь только один день с ним жила. Да. Жила один день, а закапывать придется всю жизнь. Два священника устанавливают на дороге щит с надписью «Остановись, конец уже близок». Поверни, пока не поздно. Мимо них на огромной скорости проезжает фура, водитель кричит и машет кулаком. Проклятые сектанты, достали вы уже. Машина скрывается за поворотом, оттуда слышен грохот и громкий бульк. Один священник говорит другому: похоже, ты был прав, надо было написать просто «мост разрушен». Слушай, советом можешь помочь? Извини, нет. Вчера 2 последних отдал. Вопрос юристам. А я могу вернуть елку в магазин, учитывая, что чек есть и 2 недели еще не прошло? Главврач вызывает к себе санитара и кричит: вы что, рехнулись? Зачем вы сказали больному параличом из 7-й палаты, что мы хотим отрезать ему ноги? Санитар, хохоча: а что убежал он? А вы говорили, что он неизлечим. Звонок в турагентство. Вы Египет продаете? Да, конечно, продаем. Скажите, а какие курорты там есть? Шарм-эль-Шейх, Хургада, Таба, Нувейба. Во, стоп, Нувейба, точно Нувейба подходит мне. Когда вы собираетесь поехать? А нет, мы тут кроссворд разгадываем, спасибо вам, Нувейба подходит. Сегодня утром понял, что если с полки падает кактус, не надо его ловить. Пусть себе падает. Мама, я сегодня проснулся ночью, заглянул в вашу спальню и увидел, как ты прыгаешь на папе. Вовочка, ну это, так ведь у папы большой живот. Вот я и утрамбовываю его, чтобы он был поменьше. Мама, у тебя ничего не получится. Вова, почему ты так думаешь? Да когда ты уходишь утром на работу, к нам приходит соседка и снова надувает его. Ваш сын действительно сам писал домашнее сочинение. А вы действительно тратите наши деньги на шторы для класса. Хирург – это хорошо вооруженный терапевт. Муж вернулся с рыбалки совершенно трезвый и привез полную сумку рыбы. Жена удивленно говорит: да ты никогда столько рыбы не ловил. Еще бы. Кум вместо 3-литровой банки с самогонкой 3 литра березового сока с собой взял, падла. Бывалый подавец ичит молодого стажера.
Приходит человек, покупает полировку для мебели, а ты ему говоришь: вот держите средства для чистки стекол, что же вы мебель наполируете, а стекла грязными будут. Покупает средства для стекол, а ты ему тем же способом полиповкой впариваешь. Понял? Понял. Приходит девушка. Дайте мне, пожалуйста, тампакс. Молодой продавец дает ей тампакс, полировку и жидкость для чистки стекол. Зачем? Я же этого не просила. Сексом заниматься нельзя, так хоть дома приберешься. Почему охранники на рынке такие вежливые? Потому что они следят за базаром. Храп может стать причиной развода, особенно если он доносится из шкафа. Продавец шаурмы, меняя пеленки своему ребенку, по привычке добавил салат и майонез. Прибегает к маме дочь в слезах: хомячок умер. Мама говорит: ничего, папа гроб изготовит, дед крест сколотит, бабушка кружевное покрывало сошьет. Поминки организуем, шоколад, лимонад, тортик, друзей позовем, не плачь. Тут хомяк проснулся. Мамочка, можно я его задушу? У мужика жена умирает. Он сидит у ее кровати. Она: Коль, трахни меня. Напоследок. Ну, он выполнил. Она: а еще разок можешь? Он смотрит, у жены на щеках румянец появился. В общем, после ночи она совсем выздоровела. Это дело они, конечно, решили отпраздновать. Собрали гостей, все веселятся. Один Коля сидит грустный. К нему подходит: ты что такой грустный? Счастье то какое. Он: эх, я же соседа мог спасти. Когда я возьму его в рот, мне надо смотреть вам в глаза. Девушка, пожалуйста, дуйте в алкотестер. Мама, я сегодня проснулся ночью, заглянул в вашу спальню и увидел, как ты прыгаешь на папе. Вовочка, ну это, так ведь у папы большой живот. Вот я и утрамбовываю его, чтобы он был поменьше. Мама, у тебя ничего не получится. Вова, почему ты так думаешь? Да когда ты уходишь утром на работу, к нам приходит соседка и снова надувает его. В пустыне ученые нашли черепаху и определили, что она прожила 300 лет. Черепаха могла бы прожить и намного больше, если бы ее не нашли ученые. Папа, а давай купим шалав. Купим, сынок, только это лаваш называется. Водка Буратино, почувствуйте себя дровами. Гаишник и доярка. Профессии разные, а принципы одинаковые. Мне нравилась моя прежняя работа, но жена сказала, что нельзя всю жизнь работать водителем дивана. Каждый хороший волшебник должен иметь волшебную палочку, а волшебница – волшебную дырочку. Самое главное в деревенском туалете – это не класть мобильник в задний карман. По бразильской традиции, тот, кто поймал на свадьбе букет невесты, становится вратарем. В камеру смертников заходит полицейский и священник. Билл, ваш смертный приговор отменен, вы свободны. Заключенный не помнит себя от радости. Священник добавляет: Билл, улыбнитесь. Вас снимают скрытой камерой. Муж, я тебе шубу подарил. Жена подарил. Зимние сапоги подарил? Ну, вот и иди за сыном. А почему не ты? В чем? В носках и с пенкой для бритья?